Государственная филармония, Краеведческий музей, Республиканская библиотека, торгово-развлекательный центр на площади Алания, IT-академия и многое другое. Глава Ингушетии обратил внимание на значимость возведения этих объектов для республики. Он отметил, что ответственно должны подходить к выбору материалов, которые будут использоваться, потому что от этого напрямую зависит акустика, звук, что особенно важно для такого объекта, как филармония. Также сообщил о решении привлекать различных специалистов, технологов, обеспечивать надзор, поскольку объект все-таки специфичный, есть много нюансов, которые тоже стоит учитывать. Также добавил, что обсудил уже некоторые вопросы с благотворительным фондом «Сафмар». Мы будем реально строить. Я хочу подчеркнуть, все, что мы говорим, мы будем делать. Мы делаем и будем делать. Если мы говорим филармонию, нам надо ее хорошо построить. В последующем у нас там еще 4 объекта минимум. Филармония – это серьезный объект, как целый инструмент. То есть его надо не просто строить. Это объект, он специфичный, как ингуш, как житель Ингушетии, да? Но меня просто удручает, в каком состоянии у нас Краеведческий музей. У нас предки нам в наследство оставили столько всего. Я хочу, чтобы это знали жители республики. Наши артефакты исторический, которым 300-500 лет, он должен быть с учетом всех требований Краеведческого музея. То есть хранилище, атмосферное давление, там, не знаю, климат, сигнализация. Мы очень богатые истории люди. Очень богатые. Но я хотел бы каждый, чтобы на своем месте это делал. Посовещаемся с учеными нашими, всех, и антропологи, и историки, и археологи, и будем с университетом работать, научно-исследовательским институтом будем работать. Библиотека республики, я уж говорил даже Совет Федерации, она у нас находится в здании бывшей конюшни. 100 лет назад там была конюшня. А мы сегодня гордые, великие люди, значит, вот это нам безразлично, а мне нет. И многим нет. Поэтому мы должны республиканскую библиотеку построить. У нас очень одаренные, великие поэты, писатели. Мы должны собрать там все. И в целом российские тоже. Мы готовимся к столетию образования республики Ингушетия. Мы к этому готовим мероприятие, и это будет аккумулироваться, значит, в столице. Если брать сегодня... У нас IT-академия строится в столице, да? Все уже там усиленно идет. Я думаю, что в марте, в апреле она начнет работать. Вот. Наша площадь Согласия, там будет великолепный комплекс, и он будет, надеемся, до нашего праздника, до столетия. Особое внимание уделили ситуации, которая складывается в Магасе относительно разграничения земель. Глава республики обратился к заместителю председателя правительства региона Тимуру Фатахову и попросил его особенно серьезно относиться к этому вопросу. Кроме того, очень важно учитывать план города, иначе это, по словам Махмуда Али Калиматова, может спровоцировать появление хаотичных застроек, незаконных построек, захват земель. Махмуд Али Калиматов также отметил, что в столице складывается сложная ситуация по части нехватки электрических подстанций. Кроме того, глава Ингушетии считает, что необходимо расширять и улучшать очистные сооружения. Полгорода на времянке висит, да, электричество. Весь город, Магас, времянка, 20-летней давности. У нас в любое время в столице нашей республики электричество на полгорода. Понимаете? Но это не видно. Значит, у нас не хватает электроэнергии, у нас нет подстанций достаточно сейчас, да? У нас много. У нас сейчас в Магасе, значит, очистные сооружения, уже надо их расширять, улучшать и серьезно к этому отнестись. Я прошу вас отныне, Министерство имущества, значит, чтобы вы прошли каждый участок. Я прошу, чтобы достоверно было. Мы потом, у нас при строительстве или что-либо еще возникают вопросы. Хаотичность застроек, незаконные, самозахват. Понимали те нерадивые люди, которые считают, все им дозволено, что это уголовно наказуемое деяние. И мы будем в правовом поле. Ни один человек, который в нарушении закона или преступным путем,
значит, думает, что он что-то завладеет и сделает, у них это не получится. Мы юридически будем отстаивать интересы республики, имущество республики, будем возвращать его в казну. В завершение совещания глава республики добавил, что к столетию ингушской государственности Магаз должен серьезно преобразиться. В особенности речь идет и о главной площади столицы Алания. Помимо того, что там будет построен торгово-развлекательный центр, преобразится и внешний вид территории перед главной достопримечательностью Магаза – башней Согласия. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24.